Экстрим на всем пути. Под таким девизом гонщики пробирались к финишу спецучастка в Неоме. Живописные виды побережья Красного моря были забыты мгновенно, как только под колесами оказались камни. Там такое жесткое все, прям невозможно. Сегодня опять трамвайная гонка, пыль, целый день пыль. 30 секундам в зоне невозможно ехать, минимум минута. Только подбираешься, опять пыль, останавливаешься, опять нагоняешь. Но мы едем в прикрывающем экипаже сегодня, поэтому с задачами справляемся. Я думаю, что доберемся. На своем примере воспитали целое поколение пилотов. Стараются не отставать от синей армады представители МАЗа. Появляются молодые пилоты, готовые дать бой старшему поколению. На этой гонке нас, наверное, было бы в самый раз две машины, одинаково ровные по темпу. Было бы неплохо. На следующую гонку про количество машин ничего не скажу. Стратегия у нас уже не первый год одна. Мы хотим выиграть. Нам не интересно ни второе, ни третье место. Отсюда исходит вся тактика команды, лидирующего экипажа. Кто бы это ни был, там Сергей Вязович, Алексей Вишневский. Подиумы у нас уже были, нам нужна победа. Отрыв от соперников не увеличивается. Если Дмитрий Сотников еще более-менее может ехать в своем темпе в качестве лидера, то за вторую и третью строчку в таблице можно побороться. Все понимали, что все друг другу уперлись и ждали момента, где-то пошире был бы кусок, чтобы кого-то где-то можно было спокойно обгонять. Но так, сегодня были сигналы, я не отрицаю, но они были все на ограничении скорости 30 км в час. То есть нужно понимать, что на такой скорости дистанция укорачивается, а радиус действия прибора Sentinel 200 метров. Соответственно, при езде 28 км в час, это дистанция 200 метров, она как бы держалась очень долго. Завтра на Дакаре последний этап. По традиции болельщики надеются на камазовский пьедестал. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Саудовская Аравия. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.